собирая травы, съел незнакомый листочек. У него закружилась голова, онемел язык, он лег под дерево, и в этот самый момент росинка, нагретая лучами солнца, скатилась с чайного листа прямо ему в рот. Император Это почувствовал... его, я так понимаю, портрет. Да, это его портрет. А рога у него тоже выросли Да, после? он был еще богом земледелия, он тот, кто научил Китай землепашеству, поэтому его так изображали, что он был именно как с травкой, он был царем лекарств, он собирал все травы, все попробовал и называл чайное дерево королем всех растений. Ему можно верить, он попробовал все. Вот самому древнему дереву, которое растет в заповеднике Китая, 2700 лет. Оно называется, пронумеровано, называют дерево номер 1. И только 3 килограмма драгоценных листьев в год собирается с этого старого упорного дерева. Почему говорю дерево? Высота его больше 25 метров, а объем ствола больше метра. Туда дорога идет, только проводники проводят, Юнань. Да, Юнань. Да, откуда вообще и пошла родина чая, то есть отсюда. И вообще сегодня в мире существует 7 групп чая. Все их вкус, сорта, все больше сортов делятся от степени их ферментации. Здесь представлен зеленый чай, белый чай, тот самый байхао. Если вы хотите, вы можете потрогать. Это самый первый листочек, он не раскрылся, и на ощупь. Вот здесь же у вас, да, что будет? Потрогайте. Это поясничка, очень-очень. Здравствуйте. То есть по легенде именно у японцев чай сделан из ресниц Будды. Дальше идут бирюзовые чаи у луны, светлые и темные. И так называемые красные чаи по китайской классификации. Мы их называем черным по цвету заварки, но в китайской классификации они являются красными. Здесь представлен Джэньшань Сяоджу, любимый чай Уинстона Черчилля. Даже во время Второй мировой войны он заказывал его окольными путями. Видимо, именно его попивая, он написал ту книгу, за которую получил Нобелевскую премию. Дальше идут пуэры, шэнпуэр, шупуэр и хэйчай, черный чай. Если вы приедете в Китай и закажете черный чай, вам принесут именно этот напиток из этого чая. Первыми, кто стал использовать чай в своей каждодневной практике, были монахи. Они строили свои монастыри именно на тех холмах, где лучше всего росли чайные кусты. Этот напиток им позволял сохранять ясность мысли, но при этом бодрость духа. И именно через дзен-буддизм чай приходит в Японию. И здесь из простого чаепития чаепитие превращает в целый мини-спектакль. Каждое слово, каждый жест, даже регламент беседы, все строго символично. И в отличие от всего мира, который заваривает и пьет отвар из листьев, японцы пьют чай вместе с листьями. Они их размельчают, превращая в такой порошок, и пьют, заваривают, и получается напиток ярко-зеленого цвета. Они взбивают венчиком и передают свои чаши. Японцы очень любят этот свой измельченный чай. Они добавляют его везде, и в мороженое, и даже в белый шоколад. Он превращается в такой ярко-зеленого цвета. Что не скажешь о жидкой глине, которую пили в ставках золотоордынских ханов. Именно такой напиток требовал себе Мункэ хан, когда у него не здоровилась голова, и вообще, когда он себя чувствовал нехорошо. Готовили напиток в казане, предварительно обжарив на бараньем жире муку, добавляли молоко и чай. И этот напиток долгое время позволял сохранять бодрость и сытность, потому что кочевники приходилось скакать очень долго и далеко, а ели они один раз в день. Ну, то есть, когда ты скачешь, ты больно и не покушаешь. Ели кочевники очень жирную пищу и ели, конечно же, руками. После того, как они поедят эту пищу, они вытирали свои жирные руки о голенищий сапог. От этого сапоги становились мягкими и блестящими. И в отличие от других народов, именно кочевникам делали сапоги в зависимости от ранга. То есть любое сословие носило сапоги. Если, например, куда-то другое место обратиться, то там только знать могла себе позволить. Это оригинал, да? Это оригинал, это захоронение из Алтая. Поэтому откуда вы достали?
все к нашим дизайнерам, откуда их Андрею Валерьевичу стал. Поэтому все под полностью температурный режим выдерживается. Вот, и перед Нохан, перед тем, как приступить к трапезе, полоскали свои руки в чашах гулябдану с розовой водой. И вот одна из ручек этой чаши гулябдану, были 4 ручки, и они так полоскали ручки и потом приступали к празднику. Вот осколок этой чаши, фрагмент чаши представлен в нашей экспозиции. Потом спустимся. Вот. И именно как заморская диковинка в подарок от Алтынхана чай попадает в Россию Михаилу Федоровичу в подарок Романову. И вначале чай не понят был. Что за веники? То есть только при нем, да? Только при Михаилу Федоровичу попадает, до этого да. До этого напиток. вообще были сбитни, взвары, другие травяные чаи. Но не чай. Вот это и есть феномен, как за 150 лет чай превратился в национальный российский напиток. Вот. И вначале чай не поняли. И, как говорится, получилось так, что заболел царь, после чего лекарь сказал: назначаю отвар из листа ханского после еды. То ли царь уже пришло время выздоровлять, то ли действительно чай помог. Но заключен был договор с Китаем, и начали формироваться караваны. Караваны доходили со стороны Китая и встречались на границе в России. Самый крупный город Кяхта, он сейчас есть, это в Бурятии. Вот. И те байхау кричали китайские продавцы, расхваливая свой товар, как говорил, высокосортный. Русские купцы привезли это название к нам как байховый. Мы поэтому называем чай байховым, то есть это что чай хорошего сорта. Перевозился именно в таких коробках, да? Нет, изначально перевозился в цибиках. Цибики это корзины, сделанные из сухой травы или из камыша. Перекладывались бумагой, или же особо ценные сорта перекладывались жестяными пластинами. Сверху они обязательно оборачивались воловьей шкуры мехом внутрь. То есть это была такая система гидроизоляции, чтобы в любую погоду, в любые погодные условия ничто не повлиять. Потому что чай доставался по пустыне, через горы, то есть он мог верблюд умереть, но чай лежал, и тем становилось еще лучше. Особенно, когда увеличили срок доставки на поездах, в России стали говорить: да что это за чай, вы нам не то привезли, потому что пуэры, они, как правило, дозревали, и доставлялись тот настоящий, оригинальный, дорогостоящий пуэр. Когда уже на поездах стали уже доставлять и в ящиках, они сказали: нет, это не тот чай. Так что вместе с чаем в Россию приходит мода на все китайское, так называемый стиль шунаазри. Яркий пример — это дача Екатерины II в Рианбауме, где мебель в китайском стиле, одежда в китайском стиле, ну и, конечно, дома. И, естественно, посуда. Посуду вы, наш музей, станете экспертом. Сейчас я вам расскажу, как отличить китайскую от японской. Японская посуда выполнена в стиле раку, то есть ручной формовки, без использования гончарного круга с намеренной деформацией. Вот чаша украшена желтой глазурью, выполнена одной из немногих женщин-керамистов Тагаки Ренбецу. И это изделие украшено иероглифами с ее стихами. Отходя ко сну, погасила свет и вспоминала, как собирала фиалки в полях. В общем, это глиняное изделие, чем больше деформации, даже если оставались отпечатки пальцев мастера, тем больше ценится в Японии. А вот китайская посуда — это алгебраически выровненные линии. И плюс еще китайцы изобрели же фарфор и очень тонкие стенки. Вот, например, такая чаша, выполненная, это реплика стиля 17 века, резьба по глазури. Ну а наш чай, получив растаможку в Китае, едет дальше, где его ждут на ярмарке. Чай становится феноменом. Ярмарка не начинает работу, пока не была установлена цена на чай. То есть как мы в наше время следим за баррелем, курсом барреля нефти, точно так же и чай. Ярмарка не начинает работать, пока не установлена цена. Дальше, по указу царя, торговля с Китаем
проводится на мену. То есть чем больше становится популярность чая, тем больше нужно вести товар. То есть идет стимуляция, как бы сказали, промышленность, но тогда мануфактуры. Потому что кроме пушнины в Китай мы отвозили и текстиль, а также кожи. Также чай становится популярным для развития околочайной индустрии. Одно из них – это самовары. Изначально самовары были сделаны как самовары кухни. А для чего? Вообще в нашу жизнь очень много что приходит из оборонной промышленности. То есть вам нужно приготовить еду, но при этом так, чтобы не был виден костер. Вот и был самовар кухни. То есть тулово делилось на 3 части, в нем готовился первый, второй компот. Дальше уже эти части были убраны, и самовар стал использоваться как посуду, так для кипячения воды. И самовары стоили очень дорого, в наше время это как дорогой гаджет или даже автомобиль. Особенно чем престижнее были сделаны гравировки победителя различных ярмарок, то тем престижнее стал самовар, тем дороже его цена. Самовары были разных форм, разных объемов, и походные самовары, а также самовары тет-а-тет и эгоист, который можно было скипятить и один стакан воды. Чай становится и самым стимулятором развития рекламы. Требуйте чай с корабликом, гласит надпись. Знаменитый чай-торговец Вольф Высоцкий. Здесь портрет Вольфа Высоцкого с его зятем. Эта картина выполнена Пастернаком, отцом Бориса Пастернака, в то время, когда Борис Пастернак ухаживал за дочерью Вольфа Высоцкого. Также купцы стимулируют своих оптовых покупателей или постоянных покупателей тем, что они дают вместе с чаем и ложечки со своими логотипами. Ну и, конечно же, конфеты. Перед вами коробочка фабрики Инном. Это московская фабрика из-под шоколада. Мы это до сих пор едим этот шоколад. После революции это Красный Октябрь. Купцы очень любили чай. За чаем можно было не только поговорить о жизни, это как сеанс психотерапии, но также и решить коммерческие дела. А как это было? Приходит один купец к другому, чтобы приобрести оптовую партию товара. Начинается торг. Один свою цену, другой свою. Что делать? Выступать, идем пить чай, накрывается стол, на стол с купеческой традицией выкладывается все. Самое главное условие – не выходить из-за стола. И начинается 5-я чашка чая, 10-я чашка чая. Кто не выдержал, переворачивает чашечку, стучит по донышку. Твоя цена. Так что это. И, конечно же, казанские купцы также. Казанские купцы также были очень 6-е место в чай-торговле занимали после московских, ирбитских. И, конечно же, здесь представлена и околочайная так называемая промышленность, производства Кондратий Пирогов. И в 1912 году выпущены те самые пирожные, которые называются Наполеон, а выпущена эта коробочка к столетию Отечественной войны 1812 года. И эти пирожные были сделаны в треугольной форме, как треуголка императора. Также в 1912 году сделана и эта фотография уникальная, это из семейного архива нашего экскурсовода Гульнары. Она расскажет, здесь изображены. Дело в том, что когда эта фотография попала мне в руки, она пришла ко мне от бабушки, я попыталась понять, кто же там изображен. Я только знала, что единственный человек сбоку, с левой стороны, это мой прадед Мухаммед Хасан Мухаррамович Халитов. Вот с него, собственно, поиски начались, они заняли где-то приблизительно 6-7 лет. И в результате я выяснила, что этот цвет предпринимательство – это цвет, как мы раньше говорили, золотая молодежь конца 19-го, начала 20 века. Приблизительный возраст их где-то колеблется от конца 70-х годов 19 века, они в это время родились, и где-то до 90-х годов. То есть это вот те самые люди, которые смогли, к сожалению, оказались вот в этой вот
неразберихи, которую мы называем Октябрьской революцией, гражданской войной, и следы многих из них утеряны неизвестно. Они канули, как говорится, их судьбы в лету, но могу сказать только несколько слов буквально о моем прадеде, потому что Хасан Халитов, его следы заканчиваются в городе Новониколаевский, это современный город Новосибирск. Каким образом он туда попал, сказать трудно, видимо, с частями Колчака он оказался там. И там его следы, собственно, и теряются. Известно лишь, пришла весть о нем, уже моей бабушка была маленькой девочкой, соответственно, моей прабабушки, что он похоронен в братской могиле города Новониколаевска, современного города Новосибирска. Когда я стала изучать эту фотографию, то пришлось поднять большое количество литературы, познакомиться с золотыми страницами купечества историков Хайруддинова и Салихова. Очень помогли эти книги, потому что в них фактически дана хронология жизни многих купцов, как татарских, так и русских. В частности, разгадкой явилось то, что один из персонажей на этой фотографии, Нигмедзян Гизитуллин, это сын того самого Валибая, которого мы знаем, дом его находится и до сих пор на набережной Кабана, дом Валибая, то есть это его сын. Но в вопросах предпринимательства он, как говорится, увлечен не был, он не занимался предпринимательской деятельностью. Год его смерти 1913. Соответственно, на этой фотографии мы видим, что она не позднее 1913 года. В центре фотографии мы видим внука известного нам Мухаммед Садыка Курбангалиевича Бурнаева, на чьи средства была построена Бурнаевская мечеть в Старо-Татарской Слободе. А вот это вообще очень знатные представительные люди, жившие в Старо-Татарской Слободе, это купцы Ибрагимовы. Именно стоящий здесь с левой стороны Валиулла Ибрагимов и был тем самым конфетным королем, который в 1903 году после отъезда из Казани в Петербург Биби Марьям Бану Апаковой покупает дом у Шамиля. И, собственно, этот дом принадлежал к нему вплоть до революции, пока не был национализирован. В этом доме Валиулла Ибрагимов открыл кондитерскую лавку. Вообще он был владельцем крупнейшего в России кондитерского производства завода под названием «Альфа», который производил пряники, конфеты. Его имя известно гремело в то время за пределами России. Ну и нужно сказать, как я уже сказала, судьба многих из них канула в лету, неизвестно, чем закончилась. Ну, виною тому, конечно, те бурные преобразования в обществе, связанные с революцией и гражданской войной. Спасибо за внимание. Ну, а мы вернемся к нашим купцам. Татары были избалованы чаем, так я уже повторюсь, чай привозился на Мену, а Казанский край славился своими выделкой кож. А в Китае было очень популярно кожи, особенно мелкого рогатого скота, в частности козьих. И, конечно же, чем больше становилась популярность чая, тем больше развивалось и производство этих кож. И по свидетельствам Эрмитажа в Санкт-Петербурге, которые находятся, подарки, которые посылали наши купцы императору, в том числе входил туда и сапожки. В сапожке можно было, выделка была такая, что сапожок можно было смять в руке, положить в карман, достать, и с сапожочком ничего не случалось. То есть вот такое было качество. Татары пили, конечно же, и из хорошей посуды. Перед вами чайничек 18 века, инкрустирован полудрагоценными камнями неизвестного автора, но ручной ковки. Чай заваривали очень густо и добавляли молоко. Точно так же пьют чай и в Англии. И знаменитая их традиция Парфен Клуб придумана герцогиней Бетфорд, так как ей было очень тяжело переносить время от ланча 11 часов утра до позднего ужина 7 часов. Она стала приглашать своих подруг в сад пить чай. Чтобы твоя чашечка не пустовала, гости стали стимулировать слуг, подавая мелкую монету. Отсюда появились чаевые. Чай кипятился в бульотках, от английского to boil, кипятить. То есть это в отличие от русской традиции заваривания чая, когда чай заваривается очень густо и разбавляется водой, а англичане кладут столько заварки, сколько надо. То есть положили заварку, разлили, опять дальше кладется заварка, опять разливается чай.
Очень интересно здесь и чайные приборы фирмы Липтон. Сэр Томас Липтон, известный чай торговец. И когда мы это говорим, Липтон, перед нами желтая коробочка с красной надписью. А как же появились эти надписи? Сэр Томас сделал рекламу из всего, что попадалось, как говорится, под руки. Был такой случай, когда его корабль переполнен, возвращался обратно под прибытие. Корабль начал тонуть, матросы судороги выкидывают чайные коробки за борт. Подождите, сказал сэр Томас, взял краску, что-то написал. Через какое-то время к берегу прибило коробки, на которых было красной краской написано «Пейте чай Липтон». Ну, еще одна морская такая околочайная история. До 1970 года морякам английского флота в паёк входил так называемый, как сказать, стакан рому. Но адмирал Вертон увидел, что некоторые все-таки злоупотребляют, и приказал его разбавлять. Матросы плевались и назвали этот напиток по прозвищу адмирала, который носил такую накидку, Грогом. Отсюда и знаменитый Грог. Сейчас его подают в фешенебельных курортах и добавляют, конечно, корицу и все. Вот он у нас на основе чая. Так что... как говорил Александр Дюма, отец, который путешествовал в России, самый вкусный чай пьют в России. И он назывался кяхтинский. Сейчас немножечко вернемся, я хочу показать еще один экспонат. А вот чай, который доставлялся из Кантона морским путем, назывался кантонский. Доставляли его специальные парусники. Здесь представлен макет самого известного парусника, победителя чайных регат Кати Сарк. Для того, чтобы доставить чай из Лондона, из Китая в Лондон обратно, уходило 1,5 года. Но потом англичане, прибегнув, как бы в наше время сказали, к промышленному шпионажу, зафрахтовали одно судно у американцев, которые были намного быстрее, сняли с его мерки и создали клиперы. To clip, сокращай, да, чайные клиперы. Скорость по тем временам 19 века для парусного судна 15 узлов. Если сравнить наше время, то торговые суда ходят со скоростью 25 узлов. А этот клипер, он летел как облако над океаном, и его рекорд 97 суток. Эти чайные регаты были настолько популярны, что в наше время их можно сравнить с английской футбольной премьер-лигой, с их же гонорарами, потому что чем быстрее ты предоставлял чай в Лондон, тем больше доставлялись тебе и гонорары. Ну, после постройки Суэцкого канала уже надобность в чайных регатах отпала, клиперы еще очень долго возили шерсть с Новой Зеландии, с Австралии. Но это совсем другая история, а мы идем, приглашаю вас вниз, и мы услышим, что же было дальше с чаем. Высокая стоимость на чай, также большие пошлины. К примеру, я вам скажу, цена фунта чая, это 400 грамм, на тот момент стоила 2 рубля 50 копеек, а пуд ржаной пшеницы стоил 35 копеек. Привело к тому, что начал сильно развиваться рынок фальсификации. И одним из самых известных фальсификатов был так называемый копорский чай на основе иван-чая. Иван-чай был давно известен на Руси, и его использовали в качестве седативного, успокаивающего средства, а также ненавязчивого слабительного. Получается, как в анекдоте. Сладит нежно, не нарушая сна. Ну, а по ценам можно так сказать, что уплатив все таможенные сборы, все остальное, пуд чая настоящего китайского стоил 100 серебряных рублей, а вот производство фальсификата обходилось купцам, да, вот этим хитрым всего в рубль. Поэтому были вообще прибыли. И вот этот фальсификат было невозможно спознать. Чайные лист собирали, тоже также ферментировали, красили там из золой, чем только угодно и смешивали с настоящим китайским чаем. На неоднократные жалобы правильных купцов российское правительство формировало комиссию по делам злоупотребления чаем. И за фальсификацию чая даже предусматривался тюремный срок, потому что сколько налогов не было заплачено. Но так или иначе все это сводилось к тому, что цена на чай потихоньку падала. Нужно отметить, что в Российской империи чай пили неравномерно. Если в Средней Азии, которая тоже тогда относилась к Российской империи, чай пили, потому что там жарко, в Сибири, потому что там холодно, в Москве, потому что это престижно, то средняя полоса России очень долго не знала,
что же такое чай. И по этому поводу в народном фольклоре сложились следующие, ну, как сказать, стихи. «Наказал мне барин чаю к возвращению скипятить, а я отроду не знаю, как проклятый чай варить. Дома я на скорую руку чай весь высыпал горшок и добавил перцу, луку и петрушки корешок. На таганку я поставил, раза два прокипятил, ложку уксусу добавил, сверху маслицем полил. Слышу, барин расходился, в кабинет меня позвал, в волоса мои цепился и таскал меня, таскал. Плакал я и удивлялся, чем я мог не угодить. Лишь к утру я догадался, что забыл я посолить». Ну, это было потом, уже под патронажем Александра II, и при участии общества трезвости стали открываться чайные, в которых строго-настрого запрещалось подавать спиртные напитки. Чайные, в отличие от других заведений, имели самый низкий налог, а также самую низкую арендную плату. Открывались чайные в 5 утра. Так, например, трактирам предписывалось открывать свои двери гораздо позже. В чайные подавали пару чая. В пару чая входил большой чайник с кипятком, маленький чайник с заваркой, и также приходилось 2 кусочка сахара. И так как кипяток шел в эту стоимость, чая можно было выпить и 5, и 10 чашек, так, как говорится, до полотенца, когда подавали полотенце, чтобы вытирать пот. Первый сбой поставки чая начинается в 1914 году с началом Первой мировой войны. До этого российское правительство не было заинтересовано в производстве чая. И если и были плантации в Грузии, то это уже было как хобби богатых землевладельцев. Здесь представлены уникальные первые цветные фотографии, сделаны в 1907 году. Это Чаква, Грузия. Здесь сборщицы гречанки, управляющий китаец. Вот. Но лишь только с 1923 года молодое советское правительство было уже заинтересовано в чаепроизводстве, как вы сейчас сказали, модное слово импортозамещение, когда начинаются высаживаться постоянные плантации в Грузии, в Азербайджане, в Краснодарском крае. И чтобы пить хороший вообще чай, нужно быть в советское время, да, нужно было получать паёк. А чтобы получать паёк, нужно было состоять в каком-то обществе, или в союзе писателей, или в союзе художников, где первые основатели русского авангарда, то есть Малевич и Василий Кандинский, не состояли. Надо отметить про Василия Кандинского, что его род начинается с тех самых разбойников, которые грабили чайные караваны, когда уже они выходили в Сибирь. Самое интересное, что они, разбойники, грабили только чай. Если же, например, какое-то изделие фарфоровое украсть, то это можно было доказать, что это ты украл. А вот чай, все, он растворялся на бескрайних просторах Сибири. И все. Дальше у Кандинского уже его родственники, они как-то правда добились, что они стали купцами первой гильдии. И отец у Василия Кандинского имел чайную фабрику и несколько магазинов в Одессе. Ну, Кандинский творил в Германии, а вот Малевич он уж творил в советской России. Чая катастрофически не хватало, и те грузинские плантации уже сборщики не были заинтересованы собирать тот самый байхау, первый, второй листочек. В ход шли и 5-й листочек, и веточки, а когда уже весь ручной труд был заменен на механизированный, как говорится, в ход шли даже те самые дрова, а даже будка того пса, который охранял эти плантации. Так что так называемый грузинский чай с дровами. Во время Великой Отечественной войны, конечно, вообще не хватало, и пили так называемый морковный чай, когда сушили морковочку натертую и единственное могли чем побаловаться, это морковный чай. Ну а советское правительство очень любило и пило хороший чай, но пили они его с идеологически правильной посуды, из стакана с подстаканником. Вообще подстаканники начинают свою историю в XIX веке, когда по этикету женщинам предписывалось пить чай с фарфоровых чашечек, а вот мужчинам уже нужно было пить из стеклянной посуды. Вот тогда на выручку мужчин, так как пить было очень горячо, приходит подстаканник. Изначально подстаканники были простые, солдатские, а уже когда они попали в руки ювелиров, можно назвать, что они стали в наше время деловая вид посуда. До сих пор в наше время
самым главным заказчиком остается РЖД. Попивая чаек, путешественники коротают время в комфортабельных условиях. А вот первые, именно на поезде прибыли первые беженцы, эвакуированные во время начала Первой Отечественной войны. В Казани всех приняли, никого не оставили на улице, уплотнились, потеснились. И получается, что так образуются первые коммунальные квартиры. Перед вами инсталляция нашего казанского художника Ильгизара Хасанова. Такое не часто встретить, чтобы музей был еще как мини-музей. Здесь найдет каждый что-то свое. И те самые коробочки с индийским чаем. Кстати, индийский чай СССР стал закупать с 1970 года. И на различных фабриках нашли то самое оптимальное цены и качество. То есть, когда смешивали грузинский чай с индийским чаем, и вот так получается, что чай развешивался по коробочкам, которые в зависимости от сортности имели разный цвет. В коммуналках жили очень дружно, трудно, конечно, но как могли, старались, всем делились. Точно так же, как и делились и в татарских деревнях. А делили они вот такой плиточный чай. Если кто-то из мужей уезжал на заработки на шахты, то обязательно в посылке передавал такую плитку, большой чай. Наверное, тогда и появилось выражение «жизнь без татарки, как чай без заварки». Чай делили на маленькие кусочки, но каждый дом, чтобы брал, да, по чуть-чуть. Именно как чуть-чуть переводится и самое вкусное лакомство к чаю татар, это чак-чак. Самое интересное, что такое роскошное блюдо можно приготовить из обычных продуктов: яйца, мука, мед, но подавали его по особенно торжественным случаям. В наше время точно так же, как вот вывозят свадебный торт в конце мероприятия, точно так же и чак-чак выдавали по небольшим кусочкам в конце мероприятия именно с чаем. Чак-чак делали так: тесто замешивали и раскатывали молодые девушки, жарили уже их апалар, аниляр, то есть мамы, а вот уже варили сироп и заливали, это старшее поколение, абеляр. Именно через бабушек и идет все наши сохраняются традиции. Любое время года, время суток, когда у татарина на пороге появляется гость, его обязательно сажают пить чай. Но сначала говорят, нужно вымыть руки, и подают обязательно чистое полотенце. Татары полотенце вышивают орнаментом, точно так же, как и пелерины на пуховых подушках. Пуховые подушки были в изобилии у татар, пуховые одеяла, потому что спать приходилось на сундуке. Сундук в то время был не только шифонером и шкафом, но и кроватью. Поэтому татары очень любили спать на мягком, конечно же, в тепле. А все потому, что они держали пух. В большом количестве были пух и перья, так как держали курей, уток и гусей. Ну и, конечно же, с этого мяса делали превосходную выпечку, которую ставили на стол. Как говорится, она была сделана с душой, отказаться невозможно. В общем, прощай, моя талия, нужно попробовать все. Конечно же, чай заваривали и с душицей, а также с мятой. Если хотите, можете попробовать. Если добавить, это уже матрешка чай. Если же добавить в чай яблоки, это уже алма-чай. И вообще татары очень любят чай, даже есть такая краткая инструкция. Замес, холодно, жарко тебе, чай ищи, выпей чай. Пришел в гости, выпей чай, к тебе гости пришли, тоже выпей чай. Даже татары умеют уходить по-татарски. Это выпить весь чай, долго-долго прощаться и получить куштанач. То есть подарочек, гостиница к уходу. То есть в Татарстане это обязательное условие для всех гостей. И если спросить у каждого жителя, что для него чай еще татарское чаепитие, кто-то скажет в детстве, когда ждет к чаю что-то сладкое. В школьные годы, когда совсем не хочется горячий суп, ты берешь шмак или лешь и пьешь его, ешь закус с чаем, и для тебя это полноценный обед. Для хозяйки показать свое мастерство. Ну а знаменитый чаепитие после бани с дуати, с дедушкой, это же с его рассказами, нравоучением, целый элемент воспитания. И у нас, у татар, где-то на генетическом уровне заложено, чтобы куда бы мы ни поехали бы, мы всегда берем с собой чай и что-нибудь к чаю. Мы вообще знакомы, дружим.